595 фактов нарушений в расходовании средств выявлено контрольно-счетной палатой Коми по итогам проверок в прошлом году. Это почти на треть больше, чем годом ранее. Общая сумма 566 миллионов рублей. Почти в половине случаев неэффективное использование бюджетных средств. Большая часть из этого объема выявлена при проверке строительства школы на 600 мест в поселке Краснозатонский. Такие цифры озвучил на президиуме регионального парламента председатель контрольно-счетной палаты Коми Игорь Гурьев. Всего же за прошлый год по итогам проверок в республиканский бюджет возвращено почти 3,5 миллиона рублей. Материалы проверок были направлены в правоохранительные органы. Юридические и должностные лица, допустившие нарушения, привлечены к административной ответственности в виде наложения штрафов за нецелевое использование бюджетных средств. К ряду виновных должностных лиц по результатам проверок применены меры дисциплинарного взыскания. Проверки контрольно-счетной палаты касаются самых разных направлений. Это и питание школьников начальных классов, и строительство школ, и деятельность регионального оператора «Север» по обращению с ТКО. Сегодня в план работы ведомства добавили еще 2 объекта. Один из них – замороженная стройка инфекционной больницы. В этом году еще дополнительно проверку строительства инфекционной больницы. То есть вопрос достаточно такой злободневный стоял. Несколько месяцев назад мы рассматривали этот вопрос, но ждали ответа от Министерства строительства России, какой будет ответ в части финансирования дальнейшей данной стройки. Вот получили ответ от нашего Министерства строительства, и решение было принято все-таки проверить на первом этапе, так сказать, строительства. Сумма там почти 300 миллионов. Стройка, знаете, опять заморожена. Ну, отработаем, и я думаю, после первого полугодия будет уже информация. Перед палатой стоит большой объем задач. Сотрудники палаты не всегда успевают охватить все проблемные вопросы. Поэтому сегодня ведомство намерено сократить время на проверки, чтобы увеличить их количество.